Айгуль, ну а сейчас расскажи, пожалуйста, нам, как ты попал в театр Камалы? На дипломный спектакль пришел Царитовый Бакчентаев и заметил меня там в роли русской деревенской женщины с татарским происхождением. Он это, наверное, сразу увидел. И у нас состоялась беседа. На этой беседе выяснилось, что я почти не знаю татарского языка. Но меня ушанып, мне дали шанс. Дали мне прекрасного педагога Халимобы Чайляловны. Он меня до сих пор учит татарскому языку. 3 года татарского языка Халимобы Белян прошли не зря. Аллаха шукр. В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Здравствуйте, дорогие друзья и сянмесес. Прямо сейчас встречаем нашу новую гостью. С нами яркая, талантливая, молодая актриса театра имени Камала Айгуль Абашева. Встречаем, Айгуль, привет и сянмесес. Добрый день, Руслан. Что это такое, Айгуль? А сегодня мы с вами будем готовить кыстыбургер, и этот бургер специально для вас и вашей передачи. Это куштанеш, это подарок для меня. Куштанеш. Спасибо, теперь у меня есть свой личный бургер. Айгуль Абашева – актриса театра имени Галяскара Камала. Родилась в Пензе, окончила музыкальную школу по классу аккордеона. С 9 класса занималась в театральной студии. Окончила с красным дипломом Пензенский колледж культуры и искусств. По специальности режиссер детского театрального коллектива. А затем Казанский государственный университет культуры и искусств. Лауреат премии имени Марселя Салимжанова «Студент года». В 2015 году была принята в труппу Татарского государственного академического театра имени Галясгара Камала, и с этого времени все значимые премьеры не обходятся без ее участия. Айгуль Абашева – номинант премии «Тантана» в номинации «Дебют года». Но самое интересное, как же мы будем готовить, узнаем прямо сейчас. Расскажи, пожалуйста. Сейчас нам нужно приготовить волшебные лепешки. Для лепешек нам понадобится молоко, сметана. Мука, наверное. Как ты догадался, верно. Сахар и соль. Все это есть, а начинка нашего кыстыбургера будет из фарша. Мы положим туда котлетки, помидорки, огурчики, В общем, и соус, и сыр. все так современно, интересно, интригующе. Без башлыбыз, друзья, начинаем. Без башлыбыз. Итак, Айгуль, давай начнем готовить. Да-да-да. Так, тесто мы что делаем? Молочко наливаем. Да. Сыр, потом. Обязательно нужно все сделать с любовью. И с хорошим настроением. Обязательно. Так, Сметана. далее. Мне Сметанка. нужна столовая ложка. Сейчас, секундочку. Я что буду делать? Чем мне помочь? Скажи, пожалуйста. Придумай для Я меня. думаю, что ты будешь король котлеток. То есть я буду делать начинку. Да. Котлетки, давай. Я вижу очищенный лучок, я тут думаю, надо его... Порезать. Хорошо. Мы будем использовать его, да, для начиночки? Да-да-да. А ты когда-нибудь пробовал кыстыбургер? Слушай, я вот и хотел спросить, ты вот такое интригующее современное название кыстыбургер. Начало от слова как будто кыстыбы, нет? Ты угадал. А продолжение от? Бургера. Ты снова угадал. Расскажи, как готовится? Вот мы делаем лепешки, как на кыстыбы? Да-да-да. Такие же лепешки, жарим их без масла на горячей сковороде. Но чтобы нам их пожарить, нужно сделать тесто. А чтобы сделать тесто, мне нужен соль и сахар. Все это у нас есть, Айгуль. Спасибо большое, Руслан. Вообще, вот открой секрет. Какой? Айгуль любит готовить, умеет, а если умеет, как часто это делает? Насколько часто я сейчас это делаю, это Большой секрет? небольшой. У нас проходят утренние репетиции, вечером спектакль, поэтому чаще всего я уже не готовлю. Но очень люблю это делать. Моя бабушка, мама очень вкусно готовят, поэтому у меня такие сладкие щечки. Вот, и, наверное, у меня к готовке еды любовь тоже от них. Хорошо. Твои фирменные блюда, кроме кыстыбургера? Я очень люблю готовить лазанью, особенно для Как кого-то. настоящий татар-кызы, я люблю лазаньи. Татар – лазанья. Ага. Ну, извините, Ну нет, мы мне же в очень современном нравится. мире живем, конечно. Да. Хорошо. А когда в детстве ты маленькая была, бабушка с мамой что тебе готовили вкусненького? Татарскую лазанью тоже? Пешмак татарский лазанья. Еще. Еще. Очень люблю я, когда Абика сама делает култукмаш. Это просто невероятно. То есть настоящую домашнюю лапшу. Да, я ее сама до сих пор не умею резать. Ты меня не будешь ругать? Твои-то года еще научишься. Я кладу на глаз 300 грамм, потому что у меня мама продавец, и у меня все Все на в глаз. граммах сразу на глаза. Айгуль, скажи, пожалуйста, а мечтала ли твоя мама,
что ее любимая дочка когда-то будет известной актрисой? Нет, не мечтала. Моя мама хотела, чтобы я получила какую-нибудь серьезную профессию, стала врачом или юристом, или бухгалтером. Но, как говорится, не все мечты сбываются, и поэтому я стала артисткой. Нет, но сейчас же уверен, мама наоборот счастлива. Говорит, коза, я в душе-то, наверное, все равно хотела, чтобы ты была актрисой. Аллах шикер, ходит на спектакли. Моя мама живет в другом городе и не приходит ко мне на спектакли. Но она все равно переживает за тебя. Да, потому что у нас любовь. Ну а сейчас раскроем секрет нашим зрителям. Как Айгуль, которая родилась и выросла в Пензе и, в принципе, первое образование получила там, решила поехать в столицу Татарстана, в Казань. Моя мама сама из Кукмара, и там живут моя Абика Бабайка в Кукмаре. Я хотела быть к ним поближе. Решила поехать учиться в Казань. И затянула здесь. И затянула по полной. Я училась в русской группе в университете культуры на тот момент еще. Сейчас он стал институтом. Отучилась. И, Аллаха шикар, я сейчас рядом со своими родными и могу к ним на выходных ездить. Так, Айгуль, лучок Да. у меня готов. Сейчас я перемешаю его с фаршем. Любя. С хорошим настроением, конечно. И соль, перчик тоже добавляем. Обязательно. Айгуль, ну а сейчас расскажи, пожалуйста, нам, как ты попал в театр Камала или во время учебы в университете культуры уже как-то происходило ваше знакомство? На дипломный спектакль пришел Фарид Абык-Чантаев и заметил меня там в роли русской деревенской женщины С татарским происхождением. с татарским происхождением. Он это, наверное, сразу увидел, что с татарским происхождением. И у нас состоялась беседа. На этой беседе выяснилось, что я почти не знаю татарского языка. Но меня ушанып, мне дали шанс, дали мне прекрасного педагога Халимобы Джаряловна. Он меня до сих пор учит татарскому языку, и я ему очень благодарна. И в камеру мы скажем салям. бигзур рахмат сизге, салям сизге. Вот как по-татарски красиво разговариваешь. 3 года татарского языка Халимобы Белян прошли не зря. Аллаха шикар. Рахмет. Ну и после этого, получается, ты выучил татарский язык, и тебя приняли в труппу театра Камал. Да, так и было, Руслан. Вот они, секреты жизни наших любимых артистов, друзья, эксклюзивно в нашей программе. Так, что еще? Фаршик у меня готов. Теперь нам нужно сделать полумесяц из этих волшебных фаршинок. Котлетки, как они по толщине должны быть? Примерно как сантиметр или чуть меньше? Как мы с тобой, очень сочные. Очень красиво и сочно. Вот так вот, да, примерно? Это мало. Давай Ой, еще как чуть-чуть побольше сделаем, сантиметра на 3 вширь. Ага. Тогда будет здорово. Что у нас с тестом? Может, дать тебе уже кунат тактаса? Будешь его раскатывать? Да, будь добр, пожалуйста, дай мне Пожалуйста. доску. Мне нужен еще ножик, потому что наше тесто рассчитано на 10 лепешек. То есть 10 лепешек должно из него получиться. Может быть, больше. Посмотрим. Ты знаешь, если татарская девушка не умеет готовить блюда из теста, мне кажется, это не настоящая татарская девушка. Что думаешь? Я согласна с тобой. Хорошо, давай поговорим про наш любимый театр Камала. Давай. Есть ли у тебя любимые роли? Хотя вот многие актеры на этот вопрос говорят, у нас все роли любимые. Но те роли, которые вот с таким удовольствием выходишь, ждешь эти спектакли. Расскажи нам. Все роли мои настолько любимы, что я тебе сейчас расскажу про одну роль, которая наиболее любима, да, скажем так? Я очень люблю свою роль Рукии в спектакле «Жилкен Сезлер». Она мне очень близка по духу. Мне очень нравится играть. Даже играть это неправильно. Жить жизнью своего персонажа. Агуль, что это за персонаж? Расскажи зрителям, вот, которые не ходили на этот спектакль. Моя роль горбунья со сложной судьбой, человек, которого недолюбили, и у нее внешняя боль даже меньше, чем внутренняя боль. То, что она хромая, и вот этот еще горб правда, я бы его так назвала. Она знает, как жить в этом мире, она понимает все тяготы этого мира, но не может с ними смириться, и еще ее физические недостатки не дают ей полностью раскрыться в этом мире. И то, что роль сложная, мне от этого хорошо, что я могу зрителю... Это вызов такой для тебя, да? Да, наверное, да.
то, что зритель может увидеть меня настоящую в этой роли некрасивой женщины снаружи, но настолько глубокой внутри. Но я надеюсь, что я зрителю удачно передаю, и он понимает это. Нормально, Дуслар, обязательно посетите этот спектакль, и вы сами все увидите. У нас сейчас, я думаю, можно мне уже начинать жарить котлетки, как ты Да, думаешь? и мне можно начинать жарить лепешки. Растительное масло, наверное, да? Да, добавь, пожалуйста, растительное масло. Так. Твои котлетки готовы, нужно их пожарить. С двух сторон. Обязательно. Я раскатала первую лепешку, и я бы тоже хотела ее пожарить. Я специально приготовил чудесную сковороду, именно ту, вот, которую, кстати, и моя бабушка когда-то готовила. Вот они были такой алюминиевые, такого вот цвета. И, пожалуйста, сегодня в лепешке будем готовить на, можно сказать, деревенской сковородочке. Без добавления масла, конечно. Да-да-да. Так, Спасибо, прошу. Руслан. Я постараюсь, конечно, Бисмиллахи-рахмани-рахим. следить и за котлетами, и за лепешкой, пока ты еще закрутишь. Хорошо. Спасибо. Как приняла тебя труппа? Вот расскажи, пожалуйста, актеры, которые часто к нам приходят, я сейчас говорю про театр Камала, они все отмечают вот действительно ту внутреннюю ауру театра, что это действительно большая семья, где все друг друга поддерживают. Аура очень хорошая. Аллаха шакар. И друзья сразу появились, и понимание того, что я все-таки не знаю языка. Никто в штыки меня не воспринял, и наоборот пытались все помогать и поддерживать, за что я очень благодарна труппе моего любимого театра Гляскара Камала. Привет, все мои дорогие коллеги! Там много моих, кстати, друзей у вас в театре, им тоже всем большой привет, вообще всему коллективу привет. Айгуль, ну и один из главных вопросов, мне кажется, в любом театре – это распределение ролей. Все равно ведь каждый актер, он ждет роль Поглавнее, да, поглавнее, поважнее. поважнее, чтобы не просто участвовать в эпизодах. Как у тебя с этим? Не дали роль, идешь к режиссеру, говоришь, Гафу и Тегес, а как же я? Нет, такого у нас, Руслан, не бывает. Ну, на мой взгляд, все-таки все роли очень важны, и маленькие, и большие. И я очень благодарна, что в нашем театре стоят замечательные спектакли, и играть любую роль, даже маленькую, в наших спектаклях – это удовольствие. Кстати, вот я сам не раз видел, когда уже признанные артисты, которые более 20 лет работают в театре, а то и больше, выходят прям в эпизодах, в какой-то толпе там. И действительно, это еще раз показывает, уверен, что театр Камала – это действительно большая дружная семья. Это правда. Так и должно быть, Алга. А тем временем первые котлетки у нас готовы. Здорово. Проверь, пожалуйста, Айгуль, все ли как в твоем рецепте. Это даже лучше, чем я ожидала. Умеешь ты делать комплименты? Да-да-да. Так. И еще 2 котлеточки мы отправляем. Ой. Кстати, я все хотел спросить. Столько актеров, да, уже побывало, мы сейчас говорим про театр Камала, на нашей программе. После вот того, как вы к нам приходите, не поступает ли вот от коллег предложение там, типа, приготовь что-нибудь нам вкусненькое, позови в гости. Я видел, как ты готовишь на телевидении. Ты не боишься, что вот после сегодняшней программы придется тебе кормить всю труппу костобургерами? Я жду этого. Наоборот, ты сегодня хочешь пропиариться, и чтобы потом в театре Камала говорили. А Айгуль ведь у нас Готовить повар. умеет. Умеет готовить. Да, я не против. Я очень люблю готовить для людей. И когда я готовлю не для себя, мне кажется, получается намного вкуснее. Руслан, будь добр, пожалуйста, переверни лепешку. Переворачиваем. Опа. Все? Отлично. Глазки у наших лепешек есть Да. по старинному татарскому рецепту. Ну что ж, сейчас мы дожарим и лепешки, и котлетки, и после небольшой паузы продолжим готовить костобургеры и... Татлабы? Оставайтесь с нами. Это кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Мы вновь вместе с вами, дорогие друзья, и очаровательная Айгуль Абашева, актриса театра Камала, готовит сегодня оригинальное современное блюдо костобургер. Да, все верно. Первая начинка – говяжьи котлетки. И сейчас мы приготовим для них соус из майонеза, соленых огурчиков И укропа. и зелени. Да, этим займусь я. Но Айгуль нам приготовит вторую начинку. Расскажи, пожалуйста, из чего? Вторая начинка будет у нас сладкой. Для этого нам нужен творог, сметана, изюм, сахар и ванильный сахар. здесь. Или ванилин. Ну и хорошее Кто как настроение, любит. Обязательно. которым Айгуль нам сегодня с самого начала программы уже создает.
Так, пожалуйста, сахар. Спасибо. И ванилин, если он у тебя есть. Ванилин у нас вот в этом пакетике. Ой, здорово. Спасибо большое, Руслан. Итак, продолжаем. Говорим мы сегодня про наш любимый театр Камалы. О том, как, если очень захотеть, можно выучить татарский язык И стать актрисой. и стать актрисой нашего татарского театра. О том, что у них очень хорошая атмосфера внутри коллектива. И даже о том, что иногда, проходя между гримерками театра Камала, Айгуль запевает красивые песни. Что же ты сегодня нам можешь исполнить? Экспромтом, конечно же. Olma berli, olma şeşe gittirili. Boşkalarga kuzda solmayım, seni көргеннен берлі. Хей! Olma ağaçları, soyrıysan doğaçları. Сойрый, салондыра başladı. Самое главное, друзья, это наличие желания петь, да? Я вот тоже иногда, кстати, пою, правда, делаю это тогда, когда очень мало народу рядом со мной. И нас как раз сегодня мало. Руслан, спой, пожалуйста, для меня. Я могу рэп только же исполнить. Я согласна. Эльнем шейтанге, джильфер итарге, без кельмедек бушликтарге, кельдек костабургер пшерерге. О, Вот так вот, да, конечно. очень круто, Руслан. Я не зря пришла сегодня на эту передачу. Да, видишь, эксклюзивный татарский рэп. Кстати, а вот на сцене не просили никогда тебя что-то вот исполнить? Не бывает. Если нужно, мы танцуем, как профессиональные танцоры. Если нужно, мы поем, как профессиональные певцы, в меру своих возможностей. Да, я говорю, еще раз, самое главное, чтобы было настроение для этого, Да, да, обязательно. Без настроения никуда. И любовь. Любовь к своему делу. Кстати, когда ты вот маленькая, о чем ты мечтала? О чем я мечтала? Да. Вот имея в виду профессию. Я хотела быть как мама, продавцом. Что тебе сейчас сказать? Нет, ну это нормально. Я вообще хотел лично стать машинистом, представляешь? Стал? Водить поезда. Меня не взяли. Все у меня готово для того, чтобы уже перемешать все ингредиенты для соуса. Здорово. Так, это соленые огурчики, укроп и майонез. Есть название у этого соуса, ты знаешь? Да, знаю, но хочу его услышать от тебя. Ну, я его называю татар. А на самом деле он называется тартар. Здорово. Легко готовится, кстати, и очень вкусно Ну что, получается. начнем делать наши костыбургеры и татлыбы? Так, пожалуйста, одну лепешечку тебе. Спасибо большое. Так, тарелочка для меня. Ты делаешь с начинкой из творога костыбургер, а я с котлеткой. Отлично. Но для того, чтобы сделать костыбургер, ты не порезал овощи, к сожалению. А овощи нам тоже понадобятся. Так, Да. помидорки как режем? Кольцами. Колечками. Так. Огурчики тоже? Кольцами. Все колечками. Все колечками. Все Так, кружочками. помидорки. Итак, сейчас самый интересный момент, как готовится костыбургер из мяса. Давай. Лепешечка готова. Так, мне нужна вилочка или котлетку я буду ручками варить? Нет, давай вот так Давай вот. так. Здорово. Так, помещаем. Отлично. Мгм. Теперь мы берем помидорку, Кусочек. огурчик, 2 кусочка. Можно 2. Ага. Давай еще бросим зелени, чтобы наверняка Для красоты. для красоты, для пользы, для вкуса. Кладем 2 кусочка сыра. Аппетитно выглядит, друзья. И... И еще обязательно наш соус тартар. Так, сколько соуса? Давай побольше, чтобы было очень вкусно. Чтобы было сочненько. Да, обязательно. Сочность – это залог успеха нашего блюда. Накрываем. Накрываем и с любовью надавливаем. Тынк. О! Первый костыбургер готов. Я тебя поздравляю. Уважаемые телезрители, это выглядит очень аппетитно и уверен, с такой котлетой это еще и очень сытно. Так, давай я предлагаю сделать еще по одному костыбургеру. Прошу. У меня тут лобы. Котлыбы, да? У меня костыбургер. Отлично. Так, процесс. Кстати, я предлагаю, как первым слоем добавить еще листья салата. Да, Вернее, было бы листочек. здорово. Смотри, как красиво. Можно класть все, что ты любишь. Можно даже другой соус положить. Я люблю, например, соус барбекю, но тартар тоже очень люблю. В общем, блюдо, над которым можно фантазировать спокойно. Конечно. Так, расскажи нам, пожалуйста, вот я хотел спросить про киноиндустрию. Да, Был ли да, у тебя опыт участия в документальном или художественном фильме? Ведь часто вот актеров в театр приглашают, режиссеры. Да, был опыт. Я играла жену Ильдуса Габдрахманова. Одну из 4 жен. Это был мой единственный опыт. Но было очень интересно.
Съемки проходили ночью, потому что они были в ресторане Дома актера. А днем, то есть там посетители, а ночью можно снимать. И поэтому нас пригласили к 12 ночи. И нам нужно играть, что мы все такие свеженькие, что день на улице. И этот день, который был на улице, мы играли уже утром. И в 6 утра, когда съемки закончились, мы были настолько счастливы, что сейчас мы пойдем уже по домам, и можно будет поспать. Наконец-то. Наконец-то. Хорошо, вот видишь ли ты себя все-таки киноактрисой? Или театральная жизнь тебе ближе? Мне ближе все-таки театр. Потому что в кино там можно много раз переснимать. И мне кажется, все-таки в театре ты каждый раз переживаешь за своего персонажа, живешь с ним. И он у тебя раскрывается каждый раз по-новому. А в кино все-таки ты сыграл и забыл. А спектакли, они же годами играются. И ты со временем устаряешься свою роль. Вот, Айгуль, после этого хочется только похлопать тебе. Человек, который не представляет своей жизни без театра. Ну и расскажи, пожалуйста, вот премьеры этого театрального сезона. В каких ты участвовала и какие роли у тебя были? Буквально на днях была премьера спектакля «Тармошмабу» и «Это жизнь» по повести Гаяза Исхаки поставил молодой режиссер Айдар Забаров. Все актеры в этом спектакле, кроме главного героя, которого играет Искандар Хайруллин, играют по несколько ролей. Я советую тебе прийти и посмотреть. Это очень глубокий, очень смысловой, наполненный спектакль. И я думаю, что каждый сможет ответить для себя на этот вопрос. И эта жизнь, никто не уходит пустым после просмотра этого спектакля. Вот так вот, друзья. Приходите, будет интересно. А тем временем, дорогие телезрители, у меня лично осталась одна здесь котлеточка. Мы доделаем кастебургер и татлебы, накроем на стол и попробуем, что же у нас получилось. Кастебургер и татлебы. Замесили пресное тесто, раскатали лепешки, обжарили их с двух сторон на разогретой сковороде без добавления масла. Мясной фарш соединили с мелко нарезанным репчатым луком и яйцом, посолили, поперчили и тщательно перемешали. Сформировали плоские котлетки в форме полумесяца и обжарили их на растительном масле до готовности. Для соуса мелко нарезали соленые огурцы и укроп и смешали все с майонезом. На половинку готовой лепешки выложили поочередно салатные листья, котлету, помидоры и огурец, нарезанные кружочками, пластики сыра и зелень. Приправили все соусом, прикрыли второй половинкой лепешки и немного прижали. Для сладкой начинки татлебы смешали творог, сметану, сахар, ванильный сахар и изюм. Полученную творожную массу выложили на половинку готовой лепешки и накрыли другой половинкой. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые любимые блюда и делитесь кулинарными секретами. Ну и, конечно, не забываем подписываться на наш вкусный канал на Ютубе, на который Айгуль уверена, если не подписалась, то обязательно подпишется. Договорились? Прямо сейчас. Самые интересные рецепты, все звезды, в том числе видео с нашей программы, тоже будет на Ютубе. Здорово. Здорово, что мы накрыли такой красивый стол Бигзур Рахмат. И я предлагаю попробовать сначала кастебургер. Я согласна. Итак, бисмилля рахман рахим. Барабанная дробь. Внимание. Чего только не пробовал Руслан за эти года. У нас получилось вкусное, современное, сочное блюдо. И самое главное, со старинным татарским оттенком. Молодец. За кастебургер 5, Айгуль. Но нельзя упустить шанс попробовать и татлебы, которые у нас с начинкой из творога и изюма, со сладкой начинкой. Берем татарский чай. Бисмилля рахман рахим. Как нежно. И здесь опять твердая 5. Дорогая Айгуль, большое тебе спасибо за участие в нашем кулинарном спектакле. Финал уже.
финал близок. Буквально через несколько секунд мы скажем зрителям до новых встреч. А тебе большое спасибо, творческих успехов и главных ролей тебе. Спасибо большое. Жду вас в нашем любимом театре «Камала». А я жду вас каждую неделю на канале ТНВ. Самые лучшие гости, самые вкусные рецепты. Не пропустите. Бекзур Ахмад Дуслар. Пока-пока. Пока-пока.